Всем мир, друзья! Сегодня на Татарах сквозь время предновогодний выпуск. И сегодня мы поговорим о том, как в начале 20 века в татарских семьях, в татарской культуре стали появляться новомодные веяния в плане воспитания детей. Также мы вспомним самого главного персонажа всех новогодних праздников и то, как он появился в жизни татар. Алга. Модернизация татарской культуры и повседневности рубежа 19-20 веков коснулась и мира детства. В татарском обществе интерес к детству был обусловлен прежде всего вопросами образования. Проблемы воспитания и обучения стали основной темой национальной периодики и художественной литературы начала 20 века. Правда, в повседневной жизни татары мало надеялись на действенность воспитания и влияние окружающей среды. Образование всегда высоко ценилось мусульманами, и практически каждый татарский ребенок посещал начальную школу, мектеп. Однако при схоластическом методе обучения не все усваивали грамоту как следует. Зубрежка в татарских мектебах и медресе на рубеже 19-20 веков стала предметом яркой критики. В начале 20-го столетия все больше популярность приобретают новомодные джадидские школы, где грамоте обучали по звуковому методу. Именно эти учебные заведения нового типа и подготовили людей с новым мышлением, которые значительно изменили татарскую действительность. Первопроходцем в изучении проблем детства, как и во многих других областях, здесь можно назвать Каюма Насыри, автора книги о воспитании Тарбия Китаба и брошюры о нравственности Ахляк Рисаляся. На рубеже 19 и 20 веков ученый Резаиддин Фахриддин издал отдельными брошюрами правила поведения для образцовых матерей, также образцовых детей и образцовых отцов, а также для учащихся медресе. Простой свод правил, ставящий во главу угла вопросы детства, был значительным явлением для татарской публицистики рубежа 19 и 20 веков. В этот период стали публиковаться и переводы русских книг по воспитанию. Каюм Насыри поставил задачу научного изучения детства, и после 1905 года стали выходить татарские педагогические журналы Тарбия, воспитание, мектеп, школа, муаллим, учитель. Эти же вопросы обсуждались на страницах других национальных изданий. В начале 20-го столетия в татарской прессе постоянно противопоставлялись разные методы воспитания. В качестве альтернативы традиционному авторитарному руководству предлагался так называемый американский или европейский вариант, согласно которому необходимо учитывать индивидуальные особенности человека и дать ему некоторую свободу в действиях. Татарские публицисты весьма высоко оценивали опыт западной педагогики, однако читатели не всегда разделяли их мнение. Так, отвечая в 1913 году на вопросы журнала «Муаллим», некоторые выражали опасения по поводу педагогических новаций. Если человек думает только о своих интересах, это ведет, как они говорили, к вражде в обществе. Помимо научного изучения детства, начались изменения и в самой сфере детства. Еще во второй половине XIX века у татар отсутствовала художественная литература для детей. Народные сказки не всегда были рассчитаны на детского читателя. Их содержание и смысл подчас базировался на откровенно взрослых сюжетах. Не случайно они пользовались популярностью не только у детей, но и у вполне зрелых людей. В начале 20 века возросло количество художественных произведений, адресованных маленьким читателям. Особую роль в развитии детской литературы сыграл поэт Габдулла Тукай. Помимо публицистических заметок о необходимости этого жанра, он писал и прекрасные стихотворения для малышей. Оставаясь по замечанию современников большим ребенком, он часто обращался к фольклору. Написанная им в 1907 году на основе народных легенд поэма «Шурале» стала классикой татарской литературы. Среди других авторов тех же лет были и Маджид Гафури, Сагид Сунчелей, Наки Сенбет, Наджиб Думави, Гали Рахим и другие. Практически каждый татарский журнал и газета выделяли место для детской литературы. В татарских издательствах выходили целые серии книг: «Школьный подарок», «Детский сад», «Детская душа», а также «Детская библиотека». В 1908 году издали специальный детский календарь на татарском языке. Помимо специально написанных для детей текстов в этих книгах имелись рисунки, что для российских мусульман было новшеством. Словом, татарские дети, родившиеся в начале 20 века, получили совершенно иной книжный мир с рисунками, со
стихами, со сказками на родном языке, а не на далеком от жизни общетюркском книжном наречии. В книгах для них присутствовали и элементы целенаправленного воспитания личности, взращивания у ребенка определенных качеств характера. Например, у Габдуллы Тукая был ряд стихотворений о трудолюбии. Конечно, простые люди не могли выписывать эти журналы, они были рассчитаны на состоятельные семьи. Так, годовая подписка на Акюл составляла 4 рубля, один номер стоил 20 копеек. Новым явлением в жизни татарских семей стала организация детских вечеров. Вообще, общественно-культурная жизнь с клубами, литературными и музыкальными вечерами, театральными постановками и концертами в татарском обществе начала развиваться лишь после 1905 года. А публичные праздники для детей появились почти 10 лет спустя. Они были приурочены ко дню рождения пророка Мухаммада и назывались вечерами Маулида, маулидки сейчас, но проводились, как некоторые исследователи замечали, по аналогии с рождественскими детскими елками. Христианский солнечный календарь был введен в России еще Петром I, но в быту татар новое летоисчисление стало практиковаться лишь на рубеже 19-20 веков. До этого пользовались лунным календарем хиджры. Традиции празднования Нового года в татарских домах не было, но редакторы и журналисты татарских изданий в начале 20 века поздравляли читателей с наступлением Нового года и публиковали свои добрые пожелания. Некоторые подводили итоги уходящего года. Публичные новогодние елки стали частью российской повседневности лишь во второй половине XIX века. Именно тогда в богатых столичных домах начали ставить и украшать рождественские елки. К концу столетия эта практика утвердилась и в провинциальных городах. Так, в Казани елки для детей устраивали во всех театрах и клубах города. Обычно для этого снимались залы дворянского, военного или купеческого собраний. Безусловно, соседство с христианами сыграло большую роль в формировании особого отношения татар к Рождеству и Новому году. Например, в Мензелинске с конца XVIII века проходила рождественская ярмарка, пропитанная атмосферой праздника и веселья. Все казанские купцы и мусульмане были постоянными участниками этой ярмарки. Для воспитанников татарской учительской школы в Казани, которая работала с 1876 года, администрация учебного заведения обычно устраивала встречу Нового года. В этот вечер им раздавали лакомства, булки, пирожные, пряники, орехи и яблоки, устраивали чаепитие. Здесь надо отметить, что выпускниками учительской школы были и Гаяс Исхаки, Гафур Кулахметов, Фуат Тактаров и многие другие известные татарские деятели. Все эти моменты выработали особое отношение к Новому году, который стал восприниматься как праздник. Например, у Габдуллы Тукая есть стихотворение для детей «Акбабай». В стихотворении говорится о том, как некий старик в зимнее время оставляет детям подарки. В татарском фольклоре нет такого героя. Очевидно, что поэт представил русского Деда Мороза на татарский лад. Любопытно, что в российской практике Дед Мороз долгое время был мифическим существом, представленным в виде елочной игрушки. Лишь в 1910-е годы стали наряжать актеров в костюм Деда Мороза. Уже в советское время у татар и башкир появился Кыш-бабай. Уже в первый год празднования Нового года желающих принять участие в празднике было очень много. Собралось 332 человека. Из-за большого наплыва детей некоторым было даже отказано. Поэтому на следующий год приняли решение о проведении не одного, а двух вечеров 25 и 27 января 1914 года. Дети играли, водили хороводы вокруг елки, пели, читали стихи, и каждый ребенок получал подарок. Как уже было сказано, утренники подражали культурной традиции европейских праздников. На детских праздниках всегда было много женщин, что весьма бросалось в глаза, так как в то время решались посещать взрослые вечера не все татарки. В 2014 году на праздниках присматривали за детьми 30 мусульманок. Кроме членов организационной комиссии и дежурного старшины, другие мужчины на детские вечера не допускались. Начавшаяся вскоре Первая мировая война изменила культурную жизнь мусульман. Но Восточный клуб, где проходили эти праздники, в Казани функционировал и в первые годы войны. В январе 1915 года в помещении клуба вновь прошел детский праздник. Традиционно в нем участвовали дети обоих полов, что по-прежнему для части общественности было непривычным явлением. Так в журнале «Кармак» «Крючок»
Опубликовали даже карикатуру по этому поводу. Мальчики и девочки водят хоровод вокруг елки под наблюдением мужчины-татарина. Карикатура сопровождалась надписью: хотя мальчикам и девочкам нельзя учиться вместе в одной школе, пусть хоть повеселятся вокруг елки. Авторы карикатуры не знали, что современные им реалии изменились, отличаются от довоенных нравов. Так из-за войны и нехватки учителей в некоторых русских татарских школах, особенно в деревнях, девочки и мальчики уже давно учились вместе. Очень короткое по времени дореволюционное культурное развитие детей в стенах Восточного клуба принесло свои плоды в первое десятилетие советской власти, когда бурно развивалась национальная музыкальная культура, театр и литература. Татарские деятели искусства участвовали в советском культурном строительстве не только в ТССР, но и в союзных республиках, в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и так далее. Но самое главное, они навсегда сохранили память о татарском детстве с мусульманскими вечерами и иллюстрированными книжками. И даже в скупых воспоминаниях выдающихся служителей партии иногда находятся теплые слова о собственном дореволюционном детстве. Таким образом, мир татарского детства в начале 20 века кардинально изменился. Теперь под влиянием гуманистических идей татарская интеллигенция обозначила другую цель – воспитать душу ребенка. По ее мнению, отдельные душевные качества уже дают ребенку билет в счастливую жизнь вне зависимости от социального статуса. Безусловно, акцент здесь сделался на достойном образовании как для мальчиков, так и для девочек. Только знания и навыки могли помочь выжить в новых условиях, когда нужно надеяться на себя, а не на помощь общины или семьи. При всем индивидуалистическом подходе в этой новой светской модели воспитания присутствовала, однако, и определенная религиозность. Новоиспеченные теоретики татарской педагогики еще не могли допустить критику веры. Так, уважительное отношение к исламу присутствует практически во всех стихотворениях Габдуллы Тукая. О результатах принятия этой модели воспитания можно было бы судить, если бы течение татарской истории продолжалось по буржуазному пути. Однако наступившая вскоре советская эпоха поставила совершенно иные задачи, и дети, выросшие в атмосфере модернизационной татарской культуры, попали в совершенно новую идеологическую среду. Светские знания и навыки им действительно пригодились. Впрочем, набожность все равно сохранилась в татарских традициях. Однако у кого-то она видоизменилась, трансформировалась в веру в государство или в советский проект. Другие же несли в своих сердцах традиционное понимание мироустройства и жили в соответствии с ним. Друзья, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях свои мнения о видео. Дай бог увидимся в новом году. С вами был Ринат Хабибуллин и Татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау и до новых встреч. Пока.